Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Амирхан Шамильевич. Я учитель истории лицея номер 21 города Уфа. Сегодня с нами будет работать переводчик жестового русского языка Кира Валерьевна. Урок мы посвятим трепетной, волнующей и очень важной в истории нашей страны дате. Свой урок я хочу начать со стихотворения Константина Симонова «Тот самый длинный день в году». Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду. На всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы, а к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски. Дорогие ребята, вы уже, наверное, догадались, что тема нашего урока посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Давайте вспомним, ребята, как началась эта страшная война. Совершенно верно. 22 июня 1941 года без объявления войны, нарушив пакт о ненападении, вероломно фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. О войне советские люди узнали из обращения по радио советского диктора Юрия Левитана. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Тысячи артиллерийских орудий открыли удар по советской границе. Авиация бомбила города, поселки, промышленные зоны Украины, Белоруссии, Прибалтики. Бомбили военные гарнизоны Красной Армии, узлы связи. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Почти 4 года трагедии и героизма. В ходе войны было разрушено много городов, памятников древности, погибли миллионы людей. Воевали все: старики, женщины, дети. Создавались партизанские отряды и подпольные организации. Самыми крупными сражениями
в годы Великой Отечественной войны стали героическая оборона Брестской крепости, оборона Москвы, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, оборона и прорыв блокады Ленинграда, освобождение Украины и Белоруссии, штурм Берлина. Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия атаковала советскую цитадель. Немецкие солдаты планировали за несколько часов овладеть Брестской крепостью, но им это не удалось. Когда 28 июля 1944 года Брестская крепость была освобождена советскими войсками, на стенах крепости была найдена надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Каких знаменитых защитников Брестской крепости знаете вы, ребята? Совершенно верно. Поистине героический подвиг при защите крепости совершил Петр Гаврилов. Майор Гаврилов с 400 бойцов в полном окружении вел оборону. Когда на 32-й день он остался совершенно один, он продолжал отбиваться. Из воспоминаний майора Гаврилова. Мою маленькую крепость Капонир гитлеровцы окружили плотным кольцом. То и дело доносились выкрики: «Сдавайся!». Я ждал, чтобы враги приблизились. Теперь маскировка ни к чему. Пришла пора принять открытый бой. Вскоре в мое укрытие гитлеровцы швырнули гранату. Она упала в нескольких метрах от меня, завертелась волчком и не взорвалась. Тогда я подумал, что родился в рубашке. Опираясь на стену, с невероятным усилием поднялся на ноги, сделал пару шагов и бросил по гранате в обе амбразуры. За стеной метровой толщины грохнули взрывы, крики. Снова поднялась ожесточенная стрельба. Левой рукой бросаю последнюю гранату. Гремит взрыв. Силы оставляют, я падаю. Разум приказывает: держись до последнего патрона, а их у меня еще 3. Хорошенько прицелься и бей по врагу наверняка. Но сделать это мне уже не удалось. Неожиданно раздался сильный взрыв. По глазам полоснуло кровавое пламя, и я потерял сознание. Это случилось на 32-й день войны. Раненым и контуженным, в бессознательном состоянии, я был схвачен фашистами. Схвачен, но не побежден. Сражаться с ненавистным врагом до последней возможности — в этом я видел свой долг солдата.
15 апреля 2020 года произошло знаменательное событие в Республике Башкортостан. 100 лет исполнилось защитнику Брестской крепости Исмагилову Ришату Салиховичу, который в настоящее время проживает в Уфе. Битва за Москву – первое решающее сражение в ходе Великой Отечественной войны. Москва, будучи столицей Советского Союза, имела стратегическое значение. От итогов битвы за Москву зависел исход войны. В те суровые года на Красной площади 7 ноября 1941 года состоялся военный парад, с которого бойцы уходили сразу на фронт. Из выступления Иосифа Сталина на параде на Красной площади. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Да здравствует наша славная Родина! Ее свобода, ее независимость. Начав осенью 1941 года поход на Москву, немецкие полчища были разбиты. Весь мир понял, что Красная Армия не сдалась. Она будет вести бои за освобождение своей Родины. Вам известно, кто такие панфиловцы, ребята? Совершенно верно. Воины под командованием генерала Панфилова 16 ноября 1941 года остановили удар танковых и пехотных частей немцев. Рота, которой командовал политрук Клочков, уничтожила 18 немецких танков. Этот героический подвиг получил название «Подвиг 28 героев-панфиловцев». После смерти командира дивизия получила гордое имя Панфиловская. Летом 1942 года началась одна из самых масштабных кровопролитных битв.
Сталинградская битва, которая изменила ход всей Второй мировой войны. Бои велись за каждый клочок земли. Самое яростное сопротивление происходило на Мамаевом кургане. Это высота, с которой простреливалась и просматривалась основная часть города. Высота переходила из рук в руки несколько раз. Немецким захватчикам оставалось пройти 150-200 метров до берега реки Волги. Но они так и не смогли этого сделать. Все вы слышали про знаменитый дом Павлова. А чем же он известен? Совершенно верно. Сержант Яков Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами освободили дом в Сталинграде и удерживали его почти 2 месяца. У этого дома нашли свою могилу многие солдаты фашистской Германии. Сам Яков Павлов был удостоен звания Героя Советского Союза. Огромную роль в Сталинградской битве сыграли снайперы. Например, Василий Зайцев, на счету которого 225 убитых немецких солдат. А что вы знаете о 112-й башкирской кавалерийской дивизии? Совершенно верно. 112-я башкирская кавалерийская дивизия была сформирована в начале 1942 года на железнодорожной станции Дема. Дивизия внесла огромный вклад в победу над фашистами в ходе Сталинградской битвы, при освобождении Украины и в целом в победу в Великой Отечественной войне. Дивизия прошла путь от реки Волги до реки Эльбы. Почти 4000 километров. 78 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза. Вспомните, ребята, как зовут знаменитого командира этой дивизии? Совершенно верно. Минигали Шаймуратов. Минигали Шаймуратов является ярким примером мужества, доблести и героизма. Из наградного листа Шаймуратова. Части полковника Шаймуратова вступили в бой 2 июля 1942 года. В первых же боях с фашистами дивизия показала свою боевую сплоченность и преданность Родине. Его дивизия, ее бойцы, командиры и политработники с достоинством и мужеством защищали каждый шаг родной земли.
Особенно упорные бои дивизия вела в районе Малые Борки, где фашистские войска разбивались о стойкость его частей. Умелое и правильное руководство боем и его организация со стороны товарища Шаймуратова способствовали победе над фашистами. Сам Шаймуратов, обладая храбростью, решительной настойчивостью в выполнении боевых приказов, появлялся на самых ответственных участках боя и личным вмешательством в процессе боя добивался решительных успехов над врагом. За свои боевые заслуги Минигали Шаймуратов так и не был удостоен звания Героя Советского Союза. Но историческая справедливость была восстановлена. 30 марта 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Минигали Шаймуратову звание Героя России посмертно. Гитлеровское командование рассчитывало взять реванш за свой проигрыш под Сталинградом. Особо ярые бои в 1943 году проходили под Курском. Именно здесь, летом 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение между советскими и немецкими войсками. С обеих сторон в битве принимало участие 1200 танков. Победа под Курском далась нам дорогой ценой. Но теперь уже Красная Армия шла вперед и атаковала. Весь мир понимал, что она будет двигаться дальше на запад, форсирует Днепр, освободит Украину, Белоруссию и подойдет к границам Советского Союза. Наш земляк Тагир Кусимов был удостоен звания Героя Советского Союза. А вы знаете, за какой подвиг он получил это звание? Совершенно верно. Форсировал реку Днепр. Из наградного листа Тагира Кусимова. Совершая марш, преследуя противника, 26 сентября подошел с полком на берег реки Днепр, не дав противнику укрепиться на правом берегу реки. Собрав разные подручные средства, сделал плоты, используя комнатные двери, веревки, собранные у населения. 27 сентября в 10 часов под артиллерийским и минометным огнем, под огнем станковых пулеметов и автоматов противника переправил свой полк через реку Днепр. И, отбивая контратаки противника, наступательными действиями создал плацдарм до 2,5 километров. И этим создал условия для переправы других частей дивизии. При незначительных потерях личного конского состава
и техники полка при форсировании реки Днепр противнику нанес смелые, дерзкие и решительные удары. Своими смелыми и решительными действиями первый с боем переправился через реку Днепр и способствовал дальнейшему форсированию реки другими частями дивизии. Гвардии подполковник Кусимов проявил мужество, отвагу и героизм. Достоин высокого правительственного награждения, присвоения звания Героя Советского Союза. Оборона Ленинграда, блокада и ее прорыв стали уроком беспримерного мужества для всей страны, для всего мира. Трагизм блокады отражен в дневнике маленькой девочки Тани Савичевой. В своем дневнике Таня вела записи об ушедших из жизни родных. 872 дня Ленинград боролся за жизнь. Ни голод, ни бомбардировки не сломили ни город, ни его жителей. С января 1943 года по осень 1944 года велись ожесточенные бои за освобождение Украины. В этих боях в 1944 году наш земляк совершил героический подвиг. Своим телом закрыл амбразуру дзота. Вы догадались, ребята, о ком идет речь? Совершенно верно. Речь идет о Минигали Губайдуллине. Подойдя на близкое расстояние к дзоту, товарищ Губайдуллин бросился к амбразуре. Но в это время почти смертельно был ранен. Однако продолжал командовать взводом и ползти к амбразуре. Он своим телом прикрыл ее, и тем самым полк уничтожил 2 остальных пулемета. Третьего июля 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Белорусская стратегическая наступательная операция Красной Армии в июне-августе 1944 года стала эталоном военного искусства. Из воспоминаний Константина Рокоссовского. Перед войсками 4 фронтов были поставлены важные стратегические и политические задачи. Ликвидировать выступ противника в районе Витебска, Бобруйска,
Минска разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр». Освободить Белоруссию. Константин Рокоссовский, один из самых выдающихся военачальников, внесший колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Большую роль в белорусской операции сыграли партизаны. Легендарной личностью партизанского освободительного движения в годы войны стал и уроженец Башкортостана. Вы, наверное, догадались уже, ребята, о ком идет речь. Совершенно верно. Это Даян Мурзин. Его считали личным врагом Гитлера, называли черным генералом. Гитлер обещал награду за Мурзина 2 миллиона марок. За верную службу в деле освобождения Советского Союза и Восточной Европы Мурзин был награжден 86 медалями и орденами. Прославляли наш родной край в годы войны и летчики. Попробуйте догадаться, о ком идет речь. Он совершил 250 боевых вылетов, был участником Сталинградской битвы, боев за освобождение Донбасса и Крыма, Белоруссии и Литвы, Польши и Восточной Пруссии. Стал дважды героем Советского Союза. О ком идет речь, ребята? Совершенно верно. Это Муса Гареев. С исключительной, безмерной преданностью Родине товарищ Гареев на протяжении всей Отечественной войны громит немецких разбойников, умножая славу сталинской авиации и увеличивая великие подвиги наших летчиков. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 207 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, в результате которых нанесен большой урон противнику в живой силе и технике, герой Советского Союза, майор товарищ Гареев, достоин к награждению второй медалью «Золотая звезда». Завершающей битвой Великой Отечественной войны стала Берлинская операция. 30 апреля 1945 года сержант Егоров, младший сержант Кантария и лейтенант Берест водрузили боевое знамя на крышу Рейхстага, символе Третьего Рейха. Этот стяг и стал знаменем победы. Советские бойцы оставляли надписи мелом, краской, штыком на стенах поверженного Рейхстага. Там были имена представителей всех народов Советского Союза.
Война была закончена 8 мая 1945 года. Георгий Константинович Жуков принял капитуляцию фашистской Германии. Об окончании войны советский народ узнал из выступления диктора Юрия Левитана. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствуют победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Георгий Жуков навсегда войдет в историю как великий полководец. В России после Александра Суворова не было равных ему. Маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза. Многие уроженцы Башкортостана в годы войны проявили героизм и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. На фронт из Башкортостана ушло более 700 тысяч солдат. Почти половина из них не вернулась домой. Башкортостан становится крупнейшим регионом по обеспечению всем необходимым для фронта, для победы. Каждый третий танк, каждый третий самолет на фронте заправлялся топливом, произведенным в Башкортостане. Уфимский моторостроительный завод выпустил 97 тысяч двигателей. Каждый год мы отмечаем этот светлый праздник, вспоминаем героев-земляков и чествуем их. Нашей республике есть кем и чем гордиться. А теперь, ребята, я предлагаю проверить ваши знания, которые вы сегодня получили на уроке. Сейчас я задам вам несколько вопросов. У вас будет, конечно же, время подумать и дать ответ. Итак, первый вопрос. Когда началась Великая Отечественная война? Совершенно верно. Война началась 22 июня 1941 года. Следующий вопрос. Кто в годы Великой Отечественной войны носил прозвище «Черный генерал» и был личным врагом Гитлера?
Правильный ответ – Даян Мурзин. Итак, переходим к следующему вопросу. Этот маршал Советского Союза 8 мая 1945 года принял капитуляцию в фашистской Германии. Совершенно верно, Георгий Жуков. Следующий вопрос. Этот летчик родом из Башкортостана, совершил 250 боевых вылетов и стал дважды героем Советского Союза. Совершенно верно, ребята. Это Муса Гореев. Следующий вопрос. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Совершенно верно. 872 дня. Следующий вопрос. Назовите имя легендарного командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которому за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя России посмертно. Правильно, ребята. Минигали Шаймуратов. Ну и последний, заключительный вопрос. Какого числа мы отмечаем с вами праздник Великой Победы? Совершенно верно. Мы отмечаем этот великий праздник 9 мая. Вы молодцы, ребята, что справились с вопросами. А теперь домашнее задание. Дорогие ребята, сегодня на уроке истории мы с вами использовали исторические источники, наградные листы. Я предлагаю вам после окончания нашего урока зайти на сайт «Память народа» и найти там наградные листы ваших героев, героев ваших семей. 9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы над фашистской Германией. Этот праздник священный. Мы не должны забывать своих героев. История этой войны и этого праздника не должна быть искажена. Свой урок я хочу закончить словами президента России Владимира Путина. В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить,
воспитать на них будущие поколения. Спасибо большое за урок. Всего доброго. До свидания.